Пожалуйста, прошу вас. Как дела в республике, Рамзан Ахматович? Владимирович, я краще доложил бы обстановку республики. Во-первых, спасибо вам, что нашли время для встречи со мной. Благодаря вашему личному вниманию и поддержке социально-экономическое развитие региона сохраняет устойчивую динамику, демонстрирует высокие результаты. Успешно реализуются госпрограммы и нацпроекты. Выполняются все социальные обязательства. По итогам прошлого года мы перевыполнили план по собственным доходам, рост которых составил 122%. В 2024 году мы вышли на первое место в России по темпам роста валового регионального продукта. Если в среднем по стране этот показатель составляет 104,5%, то у нас это 122,6%. Безработица составила рекордные 3,1%. Чеченская республика продолжает принимать активное участие в спецоперации. Всего подготовлено и отправлено более 70 тысяч бойцов, свыше 12 тысяч из них награждены государственными наградами. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова направил на СВО 2830 единиц спецтехники, в том числе 291 машину, около 18 тысяч квадрокоптеров, около 113 тысяч комплектов экипировок, а также антидронные приборы ночного видения и иную технику. Также фондом направлено почти 30 тысяч тонн гуманитарной помощи. Владимир Ильич, как вы знаете, в конце марта в республике прошли сильные паводки. Для ликвидации последствий задействованы все силы. Благодаря принятым мерам удалось избежать жертв. Владимир Ильич, у нас сейчас активно идет подготовка к выборам главы республики, депутатов Госдумы и парламента Чеченской республики, а также к выборам 16 муниципальных образований. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Если, как всегда, есть вопросы, которые нужны, ваши вмешательства. Уважаемый Рамзан Ахматович, я посмотрел, как у вас активно идет работа по преодолению последствий стихии. Видел и знаю, как вы работали вместе с Министерством по чрезвычайным ситуациям, с вашим хорошим знакомым и другом, с министром, который направлен в регион. Надеюсь, что будет все сделано для поддержки пострадавших людей. И, как я уже просил и по Дагестану, чтобы подходили к оценкам неформально и помогли всем, кто нуждается. Это первое. Второе, хочу поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем, борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции, и из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы. Что касается ситуации социально-экономической, в целом она стабильная в республике, я это знаю. Скоро очередной выборный период. Надеюсь, что жители республики поддержат вас под вашим руководством. Многое сделано в республике. Она за последние годы просто кардинально поменялась. Это действительно большой результат, большой значимый и зримый результат для всех, кто в республике проживает. Но при этом хотел бы обратить внимание ваше на два момента. Первый – это доступность дошкольных учреждений. Вы сами знаете, мы с вами обсуждали, нужно, конечно, предпринимать необходимые действия для того, чтобы и школ было побольше, и дошкольных учреждений. Рождаемость очень хорошая в республике, это хорошо. Многие другие республики и субъекты федерации должны брать пример с Чечни. И если бы у всех был такой уровень рождаемости, у нас не было бы демографических проблем и вызовов. И мы все будем делать для того, чтобы поддержать это направление вашей работы. Ну и количество специалистов, врачей тоже, конечно, нужно увеличивать. Я знаю, что вы для этого многое делаете, создаете условия для того, чтобы врачи оставались и приезжали на работу в Чечню из других регионов России.
Знаю, что вы все делаете для того, чтобы обеспечить не только их безопасность, но и благополучие и продвижение по карьерной лестнице. В целом хочу вас поблагодарить за работу и пожелать успехов. Спасибо, Владимир Владимирович, но мы не подведем вас, но если вы даете добро, то если народ изберет, то я дальше буду служить как пехотинец вам и не подведу вам. Знаю, Рамзан. Всего вам доброго. Успехов. Спасибо.